Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындарда осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. Всем привет! Бұл өте қатты топ подкаст жобасы. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта келіп отырған Тюркский разговорник жобасының ведущие, жүргізушісі және де стендап комик Нургун Атаков. Всем рахмет, всем ассалам алейкум. Правильно сказал? Правильно сказал. Және де мынау менің жанымда жүретін, иногда жыныма тиетін, бірақ өте хороший, перспективный. Начинающий, деп шучу. Начинающий, правильно, начинающий. Берік Қанапьянов. Да, всем здрасте. Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңыз қалдарыңыз қалай? Я подумал, перспективный, начинающий мой сосед. Только что здесь стоял, жалко стало, его поэтому позвал. Біз енді білесің ғой, қазақ халқы андай 7 қазақ тұрып ортасына бір орыс кірсе орысша сөйлеп кетеміз ғой. Иә. Бүгін да не Он сейчас тебя обзывает. Не обзываю. Просто мы же на русском понимаем, мы умеем разговаривать. Ты на казахском не понимаешь. Я на казахском, да, плохо понимаю. Поэтому придется нам сегодня казахша подкаст вести на русском. Вот такой. Ну, я думаю, нашим зрителям это не страшно. Акцент сөйлесем. Ну, можно же сказать, типа, русский язык — это язык инструмента. Да. Это... Ну, в странах СНГ это факт, что это язык инструмента. Сейчас, возможно, нас захейтят за эти слова. Но в целом, ну, это факт. К сожалению, есть такие вещи. Ну, например, если ты русский язык знаешь, ты можешь, типа, в Узбекистане спокойно Есть фраза «фактом наплевать на твои чувства». Ну, это язык инструмента во всем СНГ, все на русском понимают и умеют разговаривать. Ну, в основном. Ну, если английский был бы, на английском общались бы. Было бы круто, да? Ну, круто, да. Ну, тогда это вообще круто было. Да, это вообще было бы шикарно. Вообще было бы только. Блин. Просто вообще на английском не знаю. Кул только знаю. Upper intermediate. Ну, русский инструмент тоже хороший, но жаль, что только СНГ он популярный. Хотелось бы еще где-то шире. Например, прикиньте, типа таким, как я, например, где жить, типа, кроме СНГшных стран, если я английский не знаю, ну, где мне жить? Ну, типа, ладно, я в Якутии могу жить, но если я хочу куда-то в большой город, вот так жить, типа, куда? Ну, в Москве и еще куда? Ну, если я язык Алмата, ну, где еще ехать? Еще в итоге, как правильно, Алмата или Алматы? Алматы, правильно. По идее, Алматы, да. Я иногда мне прилетает, что я говорю неправильно, когда я говорю Алматы, и когда я говорю Алма-Ата. И так. Хотя раньше город назывался Алма-Ата. Ну, это по время... Ну, Алматы деген все-таки правильно. Мне лично Алма-Ата больше нравится. Вот просто мне вот чисто вот на слух мне приятнее. Ну, мне просто, когда перевод сказали, это прикольно, типа, Алмата, это на самом деле, типа, яблоко, которое дедушка сажает. Ну, типа, дедушка яблоко, типа. Это круто. Тоже прикольно. А вот Алматы, это что? Алматы это то же самое, просто решили сократить. Я вообще хочу про ответственность поговорить в начале. Вот, Берік Қанапьянов, скажи, пожалуйста, что у тебя с рукой? Что у меня с рукой? Да все очень просто, я упал с самоката. Ну вот, поэтому я хочу поговорить про ответственность вот, сейчас. Это, кстати, в тему. Вообще, как я упал с самоката, почему? Я сам водитель, у меня есть привычка, я когда даже учился водить, мне отец сказал, всегда на любую машину, когда ты садишься, проверяй тормоза. Ты должен понять, насколько он хорошо работает, откуда он, как он правильно работает и так далее. И на самокате я то же самое всегда делаю. Я когда сажусь, все проверяют тормоза. Единственный раз, когда я решил не проверить, я ехал быстро, и машина уже передо мной ехала, и я затормозил резко, и я как бы успевал, если бы оба тормоза работали. Там же, то есть один передний, один задний. И оказалось, что на моем самокате, на котором я ехал, задний не работал, и только передний, и я вперед перевернулся. Сама история не эпичная, не интересная, но я себе нашел прикол. Часто спрашивают, что с рукой мне месяц с этим гипсом ходить. И я для себя свой прикол нашел, что я всем людям разные версии рассказываю.
Вот, спроси у него, что у него с рукой. Что у тебя с рукой? Я же с другом, короче, дрались, игрались, и он нунчайками мне сюда попал. И вот здесь вот перелом теперь. Вот Илья, брат, снимаешь, да? Спроси у него, что с рукой? Брат на футболе вот так вот боролся, толкался, и вот в обратной стороне, и вот так его хотел толкнуть, и я перекладину, прикинь, ударил. И вот каждый у раз... тебя история очень скучная. Если такой прикольный, Нет. надо было интересный Какой бы ты мог предложить? Ну, у меня вот это, просто левой рукой, когда Апашка чай давала, левой рукой взял. У меня, знаешь... А у меня была версия, что типа вот с девушкой расстался же, удовлетворять себя как-то надо. И? Переусердствовал. Это панч, это уже панч. Не, панч вот переусердствовал. Да. Я вот это все придумал, всем разные версии расскажу, и у меня в голове, что почему-то все эти люди когда-то соберутся вместе и будут говорить: слышали, Берик руку сломал. И кто-то из них скажет, он же на самокате упал. А второй скажет, он на футболе, и они все, у них будет какая-то, слово не могу вспомнить, правильно подходящее. У них будет какой-то диалог, где они будут каждый доказывать свою правду, как я сломал руку. И они позвонят тебе в конце. Не, люди, например, у тебя то, что рука сломана, им не интересно, им вообще плевать. То, что они же от вежливости спрашивают. Странно, если ты в руку сломан, приходит чувак, у тебя вообще не спрашивает, что с рукой, вообще не спрашивает, просто так общается и уходит. Это из-за вежливости спрашивать? Это невероятно круто. Так сделал Саша Нестеренко, наш общий знакомый стендап-комик, который увидел меня, захотел спросить, я в глазах видел, что он хочет спросить, и он такой: у него уже миллион раз спрашивали, и я не буду спрашивать. И мы в течение этого вечера 4 раза пересекались, прям когда вот рядом с друг другом находились, и он каждый раз на меня смотрел и дальше проходил. И я ценил в нем это, что он позаботился о моем психическом здоровье. Когда у тебя все время спрашивают, что с рукой, ты начинаешь с ума сходить. И поэтому я всем разные версии расскажу. А вообще, вот, например, если ты заболел, у тебя где-то болит, ты лечишься, в больницу ходишь как положено или как? Это... Я все равно, очень долго не хожу сначала, вот так вот. И прям, когда только начинает болеть, все такое... Прям все наружу, когда выходит. Да. При смерти, когда лежишь, вот тогда. Примерно, да. Я забыл, можно быстро расскажу? Я же упал с самоката, я ехал на Яндексе, я упал, встал, обтряхнулся, поставил Яндекс на место, чуть-чуть прошелся, сел на джет и на нем доехал до травматологии. Я вот так сделал. Вообще безответственный человек. То есть на такси? Не. На тот момент мне казалось, что все нормально. Я просто на всякий случай поехал в травматологию. Это шоковое состояние, по идее, когда тебе как будто кажется, что не больно, ничего не сломано. Я вот это как самокат, это вообще, не езжу. Вообще? Ага. У меня же фобия машину водить, все транспорты водить, это я почему? Ответственность. Никакой ситуации у тебя в жизни ничего не было, просто ты боишься, да, машины? Да, у меня был момент, помните трактор Сентай? Сентай называют, китайский трактор, который... Китайский маленький вот такой трактор. Я, когда на сенокос ехал у себя, где Алас называется, мы сенокосим, когда я туда ехал, и когда мы пускались из гор, там маленькая гора, и я этот трактор 5-4 раза вот так повернул. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сколько тебе было тогда? Мне было в то время, нормально, 9 класс учился. 16 лет. Да. Маленький по-любому. Я почему-то всегда тормоза, мне кто-то сказал, тормоз надо сцепление нажать и тормоз нажать. Тогда А там у тебя автомат. Ты думаешь, тогда колеса не портятся в этом плане. Когда сразу тормоз нажимаешь, там может колесо портится, Да. Поэтому надо сцепление нажать и тормоз. И я вот пускаюсь из города, и я сцепление нажимаю, и я не успеваю тормоз нажать, и я сразу где-то врезаюсь, и я с этого трактора вот так падаю, и трактор сразу 4 поворота так. Пам-пам-пам-пам. А ты свалился с трактора? Да, я упал. Вот этот китайский трактор не у тебя, у которых крыши нет? Нет, крыши нету, ага. Который как, погоди.
Нет, Помнишь, крыши когда- нет. Да, Да. крыши нету. И если я с этим трактором я это купал бы, я бы там еще, еще там остался бы. И потом я в детстве, я плакал, я очень боялся, ты что, я трактор сломал. А когда родственники приехали, они такие, блин, хорошо, что ты живой. Насрать на трактор. Хорошие родственники, получается. Я когда первый раз попал в аварию, я звоню отцу, говорю, я в аварию попал. Отец мне говорит, жив, все в порядке, да. И он мне сказал, Темир, железо, ладно, деньги найдем, исправим, ты жив-здоров. Вот так сказал, и я такой, все, кайф, отец не наругает. Но как вечером, когда я домой пришел, там чуть-чуть забыли, что я мог умереть. Я когда в аварию попал, папа молчал, мама потихоньку пассивную агрессию показывала. Да, вот, все, нет машины. А ты там знаешь, где вопросы без ответа? Ты не можешь ответить. Пассивная агрессия еще хуже, наверное, да? Ты себе копаешь. Там на кухне что-то делает и говорит, как будто тебе говорит, и не тебе. И ты просто сидишь и такой, блин. Эх, сейчас за продуктом мы поехали. Да. Но нет, сейчас дорогом, рядом магазины покупаем. Вот, например, вот в ауле там той, теперь что, такси закажем теперь. Ты вот так сидишь. Вот сейчас делать нечего, можно было просто выйти машину помыть. Крупной аварии не было, там потом что-то там делали, ездили нормально дальше. Ну, просто вот эти. Любая маленькая проблема, это для мам всегда как будто большая проблема. Ну, это у советских людей, для них машина, это прям, машина. Мамы вообще как будто профессионалы утрирования. Да, вот. Лучше всех утрируют. Мама, это вот с того момента, знаешь, когда ты попросил разбудить в 10 утра, а тебя разбудили в 6 утра. Сказали, что ты опоздаешь. Вот такие вещи. Да. Это всегда У нормально. меня папа всегда так делает. Вот за час меня будет, и ты встаешь, а я утром, например, не кушаю, я говорю, я не кушаю, все равно просыпайся, вставай. И вот так приходится тебе вставать. У этой советской машины же прям все круто. Если у тебя есть машина, ты прям крутой человек. И это до сих пор же у ауловских таксистов же это же осталось. Например, ты не говоришь таксисту, во сколько ты едешь. Таксист тебе говорит, во сколько мы едем. И обычно, я вот, например, из Талдыкургана до Лисы, вот это такси заказываем, и там мало таксистов, и мы когда такси заказываем, таксист переезжает, говорит, в 9 часов, в Зеленом базаре приходите, я вас заберу. Мы отсюда встаем, Алматы 6 утра, переходим в Зеленый базар, и таксист час не приезжает. Он такой, я вот по своим делам через час приеду. Прикинь, он просто заставляет нас ждать. Мы стоим, ждем его, а потом к нам переезжает, у нас свои багажи есть, и мы смотрим, у него тоже дофига вещей собственной. А мы так как так ложим, и потом мы с ним еще час ездим по его делам. И я такой едем, господи, мы таксист что-то заказываем, или меня какой-то дядя бесплатный, мы как будто бесплатно возим, мы, по идее, деньги же даем. Это же он же по городу ходил, посылки собирал же явно. Таксист же с собой же посылки берет же, поэтому они загружаются сильно. Да. И меня еще больше рвет, вот ты посылки он собрал, ладно, ты уже думаешь, все, хорошо, мы неужели выехали в трассу, и ты приезжаешь в город, и он, чтобы вместо тебя сразу отвезти вот куда тебе нужно, он едет все эти посылки раздавать. По пути едет. Так, я сейчас сюда приеду, вот сюда приедьте. И вот там еще человек, который должен забрать посылку, он тоже опаздывает. И ты сидишь такой, зачем? Надо было просто дома остаться. Еще, ладно, понятно, это же мы места бы купили, да, в машину, а мы салон берем, мы такие... вы салон взяли? Да, мы салон берем, чтобы сами только поехать. Это очень странно тогда. Ага, да, у нас не было таксиста, который, мы 2 места купили, вдвоем сидим и вот так едем. А мы салон покупаем, и еще с этой машиной мы вот так сидим, вот так по городам ездим, какие там посылки берет, что-то берет. И мы просто там, 3 часа потратили, в Талдыкургане. А вы ему не сказали, ребят, брат, что ты делаешь? Мы же салон взяли, погнали. Ну, я не могу, потому что он только на казахском говорил. А я такой сидел, А Тамирис только. Да. А Тамирис не может, потому что это...
они же из одной деревни, они все друг друга знают. Типа, а он обращается к нему, ага, вот так, а я вот так сижу, вот так. Ну, если бы в Якутии такое было бы, я до него что-то я сказал бы. Ну, типа, из-за того, что я в Казахстане, это не моя страна, я все равно здесь, ну, типа, вот такие вещи, я, типа, рот свой закрываю, вот так. Ну, типа, такой, ну, ладно, это их, вот это вот так. Ну, а это- если я у себя, я там жестко, я бы, ну, типа, ссорился бы с ним, типа, такое. Сказал бы ему, в чем ты нас 9 часов позвал? Сказал, мы, по идее, могли бы в 9 часов проснуться и отсюда ехать до туда, в 12 приехать, с ним вот так Ну, поехать. даже если так, то он мог бы закончить свои дела, потом просто забить вам встречу и забрать, или там, чтобы вы поехали, да? Ну, типа, он же сказал, нам 9 приходите сюда. Мы 9 приезжаем, а его нет, мы так и ждем. Если бы он сказал бы, типа, какой, 12 приходите, а он сказал... Вы, если салон заказали, вы не могли просто, чтобы он к вам подъехал, и вы просто поехали? Дело в том, что когда мы ездили, мы так и сказали, типа, а куда лучше всего переехать, чтобы ты нас забрал? Мы-то не знаем-то, Талдын-Курган, у нас ничего там нету. А мы-то с Алматы Талдын-Курган едем. И таксисты говорим, типа, нам сказали Зеленый базар. И еще мы в Зеленом базаре хотели купить всякие, типа, малина, типа, фрукты, типа, кое-что. Ну, понятно. Ага, и поэтому туда и приехали. Сами виноваты, получается. Ну, не, Вот такой выход. но он же нам сказал 9 часов переходите. Да-да-да. В этом Я плане, пошутил. типа... Ну, у меня там чуть-чуть пукан горел. Жестко горел, на самом деле. Я вот так сидел, держал. И вот еще есть, и он, типа, курит сигареты, когда в машине едет. И потом я у него спрашиваю, можно курить, типа, айкос? И он такой, не, айкос нельзя. Ну, А сигарету можно? типа, сигарету, он сам сигарету курит, и он такой, айкос мне запрещает курить. Я такой. Но это отношение, типа, такое, из-за того, что я не местный, и он, типа, вот так издевается, типа, ну, типа, такой... Не издевается, вот это, более вот так относится, кюбала, вот так. Ну, типа, в таком плане он более Ну, такой... это что-то на казахском, да? Ну, И при всем при этом он просто сосед твоей супруги. По да. сути дела. Да. Ну, по-любому, видишь, потом скажут, вот, оказывается, вот они вот такие, поэтому это слух по улу пойдет, поэтому зачем это надо? Лучше 3 часа перетерпеть, имеется в виду. Так. Ну, получается вот так, в этой ситуации. Вот, кстати, вот то, что ты сказал, ну, ты в гостях в нашей стране, и ты, соответственно, где-то там тебе приходится фильтровать базар, скажем так, чтобы себя вот... ну, нормально защищенно, чтобы себя чувствовать, да, как-то. Вот ты где-нибудь вот за границей жил? Чтобы, ну, у меня такого опыта не было, чтобы я прям жил за границей, и чтобы приходилось об этом думать все время. Это же параллельно того, что ты живешь своей жизнью, тебе еще нужно теперь думать о том, что все время я в гостях здесь, вдруг что, меня здесь выгонят, и поэтому я должен все контролировать. Вот в таком стрессе я никогда не жил. И типа это по-любому тяжело. Ну, я в Москве тоже в таком плане жил. Хотя это моя страна. Он привык уже ко всему. Вот в Москве ты сколько жил? В Москве я 4-3 года, походу. Или даже больше, наверное. Ты до этого в ЕКБ? И в Якутии. В Якутии? В Якутии. Вот где видео, где Орлов тебя объявляет, потом Это в выступаешь? Якутии. В Якутии. Да? Да, прикиньте. А в Якутии стендап появился очень рано, чем у других городах, кстати. А как так получилось? Потому что Орлов смотрел Эдди Мерфи где-то в кассете и решил стендап открыть. Ну, типа, прикинь, чувак, типа, просто как фанат открыл стендап. Я вообще не знал, что Орлов первым начал это дело. Ага. Он Это первый. в каком году это было? И в то время... В каком году? Давно. Мне кажется, это года 14-й. Не, в 14-м уже стендап на ТНТ появилось. Не, это... Даже в 13-м, Не, в ТНТ было, но чтобы прям вот так, типа, стендап, вот так. В регионах имеешь в виду? Потому что... Это, да, 14-й год, наверное, 14-15-й, походу. Сейчас какой год? 24-й, да? Ну, потому что вот стендап-клуб номер 1 был. Не, в Москве все это было. Слышали? Ну, например, я не знал, что стендап-клуб номер 1, все такое, и Орлов начал делать стендап в Якутии. И потом, когда мы там делали... Первый в Якутии он делал. Ага. И потом мы там делали, и там в других городах, когда мы приезжали, там у них стендапа не было. И мы это помним. Только мы в то время КВН играли, и когда в Новосибирск ездили, все такое, я ради КВН играл, чтобы
там нам сказали, весь сезон будем в Питере будем выступать, будем, играть будем. Поэтому я автором там работал и еще на сцене играл для того, чтобы, типа, в Питере стендапом выступать. Приезжаю, там все равно ты неделю тусишь в Питере, редактура, все такое. В это время я, типа, стендапом вот так ходил. И в это время мы когда-то в Новосибирске где-то приехали, и когда мы у них искали открытый микрофон, у них не было. И когда я в Москве приехал, мы общались с комиками, и такие у них только вот недавно открылся стендап. Типа, только недавно. Это какой год? Это где-то в 18-19 году вот так было. Уже, типа, там в маленьких городах, типа, стендапа не было. А в Якутии прям очень рано открылось. Например, у нас в Якутии был момент, что у нас в неделю 6 мероприятий. В городе 400 тысяч человек, 6 мероприятий. Мы вот так делали. И каждый раз одни и те же зрители. Мы, знаешь, как собирали людей? Мы у баров говорили о том, что, типа, в этот день должны быть скидки делать. 52 плюс 1, типа. И поэтому люди ради этого напитка приходили, сидели, и мы в это время выступали. Ну, это проблема в регионах. Почему, например, в том же самом городе Семей ребята пробовали, начинали стендап. Там есть, да? Там был стендап. Был. Был стендап. И проблема в том, что приходят одни и те же люди. То есть вот 60 человек, если пришли, в следующий раз те же 45-40 придут, там 15 человек новых. И ты каждую неделю должен выдавать новые шутки. И когда ты выдаешь каждую неделю новые шутки, естественно, это будет, типа, не самые смешные. И потом вы становитесь клоунами. И каждый раз люди такие, ну, это уже не смешно, мы не придем. И вот так все умирает. У нас были моменты, когда мы в бар заходим, а там посетители, о, господи, опять они пришли. И мы уходили в другое заведение. В таких местах рождаются как будто импровизационные жанры. Ну, это опять-таки себе надо воспитывать импровизационный жанр. Когда ты не можешь вот регулярно, еженедельно там выдавать бест 10 минут, вот как раз таки, мне кажется, оттуда вот ты начинаешь просто этот импровизационный жанр, он тебя спасает просто общение зала. Ну, думаю, стендапа в маленьких городах никогда не будет. Никогда не будет. Это невозможно. Это только... Вот, например, если 350 тысяч человек в городе, там будет стендап? 350 тысяч? В неделю один раз какие-то местные ребята могут делать, но и только пригласами, только позвать, типа, откуда-то комиков популярных, только на этом жить будет. А так эти комики на стендапе деньги вообще зарабатывать не будут. Ну, ребята в Костанае, вот стендап-хана, в Костанае Адиль Дикитаев, они делают стендап. Атрау, Маулен Каримов, они делают стендап. Это, считается как регион. Да? Это как типа там 300 тысяч, 400 тысяч человек живут, там 500 максимум. Даже на городе 1 миллион сложно. Да. Стендап Ахтубе открылся. Вот в Алмате мы иногда тоже народ не можем собрать, хотя здесь 2 миллиона 200 тысяч человек. Даже Алматы сложный стендап? Да. По идее. Очень. Поэтому... Не, вообще, ребятам, которые в регионах делают, это вообще отдельный шедевр, просто они... Когда в регионах ребята делают, по сути, это вот реально любовь как будто к жанру, потому что особо и не заработают они с этого, как будто бы, я так это вижу. Ну, вот в Алмате, когда ко мне ребята подходят, такие вот, сколько можно зарабатывать на стендапе, я сразу особо советов не даю, потому что сразу понятно, что человек там не будет долго. 2 месяца походит такой, поймет, что денег нет. Потому что первый год-два ты же вообще ничего не зарабатываешь. Ты просто учишься. Если через 2 года ты деньги зарабатываешь, ты будешь и респект тебе, какой ты крутой. Например, я сколько, 4 года, 3,5-4 только начал зарабатывать. И то это такие деньги, которые тебе не хватает. Да, типа хлеб покупаешь, мороженое один и пакетик чая, вот, все. Ну, и для меня деньги из стендапа были такими. Все равно параллельно где-то работал, и где-то, авторском где-то работал. Но для меня стендап и деньги это были, которые я нутелла покупаю. Магазин стендапно заработал, я такой на эти деньги всякие крутые продукты покупал. Чисто на это, Да. А на одну неделю крутые продукты дома лежат, на такое зарабатывал. Стендап, мегаполисы только будет существовать. Это все равно мегаполисы, да. Например, Алматы, я только стендапа не жил бы, не мог бы жить. Здесь есть комики, кто только стендапом живут? Нет же?
Ну, смотри, Кто? если стендапом только жить дегенде, таких особо нет, но 0 даже, походу. у тебя, если есть личный бренд, Мгм. ты делаешь, выступаешь Мгм. на стендапе, зарабатываешь, плюс у тебя есть рекламы какие-то, А, корпоративы, вот это не-не-не-не-не-не. все. Чисто Я- на я- стендапе никто не живет. Да, Ну, вот. Андрей есть, Андрей Рапетов, Андрей который в Рапетов. Казахстане ходит. Но Но у него весь СНГ насчет знает его. YouTube-канала или насчет рекламодателя, он же на этом же. Я имею в виду, чувак только на платных выступлениях выступает Нет, и нет, на нет. этом живет. Так- Таких таких комиков 0. В СНГ, мне кажется, только в Москве может В быть. Москве и В Питере, и может в быть. Питере, может быть, ага. А вот в Москве прям, типа, таких комиков вообще дофига. Типа, только они стендапом зарабатывают деньги. Ага. Я, кстати, слышал про то, что вот в Москве там условно есть такие ребята, которые там написали условных там 20 минут, Мгм. и с ними чисто в оффлайн режиме выступают и Мгм. на этом зарабатывают. Ну, у них в Москве вообще не медийные комики, но хорошие комики, они, типа, могут себе позволить квартиры снять, ну, жена, ребенок, можно вот так жить. Типа, ну, типа, они в месяц сотку в рублях, 500 тысяч тенге зарабатывают. Ну, типа, вот так в месяц могут Мгм. делать. Это вот просто в оффлайн режиме он выступает, Мгм, ходит, и мгм, ничего больше ага. нет. И у него, типа, в Инстаграме подписчиков только 500 человек. Ну, типа, вообще Ну, он не медийный. смешной, но не Ага. качает личный Мгм, бренд мгм, из-за этого, да? мгм. А вот Алматы, ну, все равно невозможно. Если- Там города 10-миллионные нужны, походу. Ну, ты в Алмате, если чисто стендапом выступать, еще каждый раз на платке, если тебя зовут, Мгм. можно заработать это там 200-300 тысяч максимум. Это максимум. Это Это максимум максимум. ты сделаешь. Только если корпоративы не считать, Мгм. если только стендапа. Это если что ты на везде, если тебя запишут везде. Да. Я вот что хотел спросить. Ты жил в Казахстане, вот Мгм. живешь, да? Мгм. Жил в Москве. Мгм. Есть какие-то различия? Вот. Типа Алматы, ну я могу по городам, не говоришь, а по городам сказать, типа, Москва и Алматы. Ну, Москве ты, ну, Москва очень красивый город, Москва очень, очень крутой город. Я вообще не знаю, если мне бы сказали бы, всю жизнь ты в одном городе живешь, и где угодно я бы выбрал бы Москву. Ну, Мгм. типа, Москва это не Россия, реально. Ну, типа, Мгм. Москва это столица СНГ. Мгм. Это точно, можно так сказать. Там 20 миллионов человек А? живут, да? 20 миллионов. 20 официально, походу, если вот это считать, типа, там 30 по-любому, наверное, есть. В 10 раз больше, чем у нас в Алматы. Мгм. 20 лямов. И в этом плане и в Москве ты как одинокий волк в стендапе можешь двигаться. Это... Мне, кстати, Алматы в этом плане тоже очень сильно нравится. Из-за того, что здесь все комики, у них свои шоу есть. Типа, вот ты вот отдельно все делаешь. Типа, ты вот отдельно что-то делаешь. Я когда пришел на стендап, Мгм. потом я уже в Алмату переехал, Мгм. тогда еще говорили, вот скоро в стендапе деньги появятся. деп. Не, конкретно у кого-то появляются, типа, вот Мгм. кто стрельнул, Мгм. там, например, Мадяр, он делает стендап, Мгм. солдат делает и Мгм. зарабатывает хорошо. То есть Мгм. вот он чисто стендап, например, по моим грубым подсчетам, типа 500 тысяч минимум может заработать, если Мгм. там в месяц там 4 концерта ставит, Мгм. он уже 500 тысяч минимум зарабатывает. Мгм. Ну, Мадик Наверное. вкладывается. Но это очень мало, по идее. на 4 Ну, концерта, это прикинь, ты это с мало. 4 концерта. Это мало. Это Нет. один концерт Нет, 500 должно быть, это, по идее. это очень минимум, брат. Да, Это да. очень я минимум говорю сейчас. В плане того, что Мадик все вкладывает обратно. Он же снимает сейчас. Он свой YouTube-канал открыл, и он там... Я знаю, что он, когда собирает зал Sold Out, что он оттуда... ну, все эти деньги, которые он заработал, они обратно там же остались, потому что там эта команда работает, это съемка, это операторы и так далее, это монтаж. Вот, смотрите, Мадик отдельный канал создал, отдельно вот так работает. Этот Слава Никифоров тоже вот... Да. например, Вероника Слука, Хиникадзе, они Вот, вместе они канал тоже открыли. вместе... Айпад, Миша Зейферт. Миша Зейферт еще есть. Отдельно. Вообще, Миша Зейферт вообще продакшн свой какой-то, типа, Да, вообще да, чувак да. делает. Андреа Репетов Андреа еще чувак Репетов. делает. И в этом плане здесь... Женя с Настей тоже делает. Женя Раз мы с всех Настей. говорим, давайте Жена с тоже. Да, Настей, Жень. да, они прям вообще
крутой Саша проект. Нестеренко делает. Саша Нестеренко, Олег Арсланов. Вообще. Да, Олег Арсланов. У всех есть проекты собственные, которые они... У тебя тоже свой проект. Вот у меня тоже есть свой. Вот ага. из казахов я, потом кто еще? Кто делает именно YouTube-проекты? Да. Из свой казахстанцев? канал, который Мгм. Мадяр Хакимов, Ага, который Мадяр. что там делает. Хакимов Мгм. что там делает? Вот Мадяр Хакимов, Да, у него он- очень хороший канал. Мгм. В этом плане Алматы комики жестко. Ну, Да, типа, да, прям- очень много ага. проектов делают на самом деле. Мгм. Да. Это еще зависит от того, что мы из-за того, что город маленький в сравнении с Москвой, Мгм. все мы в одном комьюнити двигаемся, Мгм. общаемся вместе, и ты все равно смотришь, допустим, я вот лежу, смотрю, что Тлегин что-то делает, соответственно, Мгм. потом смотрю, ты что-то делаешь, Мгм. и, соответственно, тоже появляется Мгм. желание, чтобы что-то сделать обязательно. Ну, И плюс есть помощь от ребят всегда. Типа, как минимум, поддержка и просто репоста, это всегда есть, я вижу. Ну и плюс, допустим, если мне что-то интересно, у меня ни разу не было такого, чтобы я у комику подошел и спросил что-то, и чтобы мне не ответили. Мгм. Мне всегда все прям развернуто, ответ дают, если Мгм. что-то мне прям интересно. В этом плане, например, тоже хорошо, что Алматы ты только стендапом деньги не зарабатываешь, потому что комики начинают другими вещами, вот, проектами заниматься, Мгм. делать. А вот в Москве, например, же все же такие... они ждут, в основном все комики, что какой-то дядя к ним подойдет и скажет: о, ты очень умный, ты крутой, давай все деньги, я вот эти миллион тебе вот так даю на твои проекты, давай делай. Все ожидают вот это, типа. Я даже знаю конкретно имя этого дяди. Все ожидают, типа, какой-то чувак: о, я проект придумал, приходи к нам, и все вот так. Они более вот такие... В Москве очень мало комиков, которые сами что-то делают, проектом занимаются, сами. Вот Алматы, мне кажется, даже больше Надо их таких комиков. скаутить, типа, просто, да, если так. Ну, им надо... Ну, мне кажется, они скоро к этому придут, типа, все начнут типа, сами быть продюсерами или какими-то, все Мгм, начнут мгм. станут. Вот я почему про Москву спрашиваю, потому что в будущем я хочу, например, там на 3-4 месяца просто поехать в Мгм. Москву, посмотреть все стендап-клубы Мгм. в Питере, в Москве, 3-4 месяца жить В Питере там. не надо. Почему? Только в Москве езжай. Почему? Ну, Питер это тоже Алматы все равно. У них разницу Питеру... Мне просто, нету. мне самому интересно, насколько Мгм. я смешной Мгм. за границей. Типа вот в Москве, там. Мгм. У Ну, вот меня- Москва. Если ты в Москве смешной, ты везде смешной. Ну, в это- СНГ везде смешно. Ага, конечно. ага. Ну вот хочу проверить себя, Мгм. понять, насколько шутки правильно я пишу. Мгм. Например, я в будущем хочу, например, там Бишкек, Ташкент, Мгм. везде, короче, вот Мгм. Узбекистан, да, везде Мгм. прям ходить. Я думаю, насколько я смешной вообще в целом. Типа, я здесь в Алмате смешно выступаю в целом, Мгм. но насколько это смешно в Мгм. других городах, я Ну, не знаю. В этом плане я вообще думаю, что точно ты такой же будешь смешной, что и здесь. Потому что в оффлайн режиме стендап смотрят, что за люди ходят. Вот у нас в Алматы ходят, допустим, строители, бухгалтеры, юристы, врачи, обычные люди. И там же в Москве такие же люди ходят, зрители, которые будут смотреть. Единственное, возможно, у тебя такой есть загон, что ты где-то там с акцентом, как у тебя получится, там смешнее, Но не там смешнее. таких тоже дофига в Ну вот, Москве. Да, да. Ты думаешь, только Вот там Нургун, все там вообще, там наоборот, самые колоритные комики там, типа, типа, Мгм. жестко, типа, такие, и очень вот много. Нюргун, например, там, мне кажется, здесь ты общаешься с акцентом, например, как я, плюс-минус. Мгм. А в Москве, наверное, ты больше экзотика, чем здесь, наверное. Наверное, ага. Так, там как комиков Турсунбеков очень много. Ну, типа, очень смешные вот такие. Мгм. Но тебе 2-3 месяца не хватит. За 2-3 месяца тебя только начнут, наверное, где-то в открытых микрофонах записывать. Почему я что буду делать 2 месяца ходить? Работать, прикинь. Просто пошел в настройку, устроился, и карьера, прикинь, там стрельнула. Минимум на 2 года ехать надо. Ой, бай, нет, ты что, А. у меня жизнь здесь. Да, потому что там в Москве конкуренция очень сильная. М. Конечно, если у тебя деньги есть, то в Москве знаешь, как ты выступаешь? Ты деньги даешь,
Ну, я, И наверное, выступаешь. вот Слава Никифор, кого-то попрошу, чтобы он по треке меня на открытый один раз записал, чтобы я просто 5 минут выступил, и все. Ну да, вот такие. Но все равно ты в этом не поймешь, типа, путь. Потому что тебе кто-то вот эта дорога открыл, ты вот так вот. А если ты хочешь прям понять, там, как стендап. Не, брат, мы, казахи, не так двигаемся. Так, мы просто так смотрим, все, пацаны. Ну, например, насчет славы тебя пару раз запишут, и все. Типа, если ты прям крутой, смешной, тебя регулярно записывать будут. Но это все равно Слава Никифоров не постоянно тебя будет записывать будет. Ну, типа, он, типа, пару двери откроет, и все. А на фестиваль ты не хочешь поехать какой-нибудь? Чтобы вот на фестивале, если ты покажешь себя, как будто больше шансов, что потом тебя будут... Да нет, вообще. Я на фестивале выступите максимум 3 минуты, в этом вы кайфовать будете, потому что там настолько много комиков приезжает, что там невозможно выступать. Самое крутое приехать в сентябре или летом, потому что летом все комики уезжают, и там, типа, летом мало комиков еще выступает, поэтому там более можно легко попасть куда-то. И в этом плане, типа, легко. Например, мне в этом плане в Москве повезло, потому что когда мы в Москве приехали, там были комики, как Лев Еременко, Женя Хомяков, ну, типа, более... Я всех их знаю. Все комики, которые типа, у себя в регионе 3-4 года выступали, приехали, и в Москве там нужны были комики были. И поэтому мы везде выступали. У нас не было понятия, типа, ой, какой-то чат, типа такое. Мы сразу везде быстро попадали. А потом, после наших чуваки, которые приехали, мы уже там слышим, что они выступают за 500 рублей. Типа, они деньги платят 500 рублей организатору, и выходят выступать, и мы такие, охренеть, типа. Я вообще удивился, когда первый раз узнал про это, что вот ребята приезжают и еще и платят, чтобы выступить. И я тогда, знаешь, о чем подумал сразу? Ну, уже как будто чуть-чуть КВН. Знаешь, что все в прошлом КВНщики жаловались, что вот мы приходили, Амигу платили, чтобы выступить. И то же самое, что ты... Ну, понятно, что это небольшие деньги, 500 рублей, но в целом, ну, странно. Но здесь оправданно. Оправданно в том смысле, что ты потом можешь зарабатывать, когда научишься. Это как такая схема, как в стендапе есть. Если ты новичок, приведи с собой 2 друга. Я через например, это прожил. Твой 10 человек, новички собрались, и каждые по 2 человека пригласили 20 человек. Потому что тебя, например, если ты новичок, я не хочу тебя слушать. Я не хочу платить и там просто время тратить, чтобы приходить тебя слушать. А так я просто своего друга поддержать пришел, и как раз там 9 человек посмотрел сразу. Ну, здесь у вас нет до сих пор такая схема. Я вот 2 года занимался стендапом в Астане, и вот сейчас год как в Алматы живу. И там до сих пор эта система в некоторых объединениях. Там есть, допустим, Артур Афонсо, который делает, он там без друзей сколько на таргете собрал зрителей, 10 человек, и он на них выступает. И есть, соответственно, там другие организации, которые, ну, стендап Астана и сам Project, где они там просят, чтобы там позвали 2 либо 3 друзей. Но это, да, речь нет, я выступаю на 30-40 человек. Но проблема в том, что я вот позвал друзей, я позвал, потому что нужно было кого-то позвать. Из всех своих свободных друзей я позвал кого-то. И из этих 3 моих друзей никому вообще стендап не интересно. Они не целевая аудитория стендапа. Они просто пришли поддержать меня. И получается так, что они ждут, пока я выйду на сцену. Они многих ребят даже не слушают. Они просто сидят, что-то прикалываются, угорают. И потом вышел я, меня послушали. И как только я вышел, они такие: о, все, брат, классно выступил, пошли в курилку что-то обсуждать. И то есть люди там, если ты за первые 20 секунд не успел людей зацепить чем-то, все, тебя никто не слушает. И в этом плане эти 40 человек не качественнее 10 зрителей, которые, допустим, здесь иногда я выступаю на 10 человек. Зато это люди реально пришли стендап послушать, они интересно, что я там расскажу. Ну, прикиньте, в Москве сколько мероприятий? В Москве, типа, в день 50 мероприятий стендапа точно есть, типа, максимум, да? Не, минимум даже 50, наверное. Это очень много. Если ты организатор, ты пишешь, типа, если ты еще организатор открытых микрофонов, ты пишешь в чат, что ты делаешь открытый микрофон, тебе 100 человек напишут, что хотят там участвовать. И поэтому они, типа, даже условия 1000 рублей нам дадите, они все равно столько комиков наберут. И потом, и они вот так делают. Конечно, не все комики так платят деньги, а это новички платят. Они 5 таких комиков набирают, 5000 платят, а остальные, типа,
5 комиков, типа, они хорошие комики, которые, они такой, мы вам 10 минут даем, выступайте, зрители будут. Там еще многие комики зрителей принесли, зрители есть, и многие, типа, хорошие, более-менее опытные комики, у них там просто выступают, проверяют материал. И в этом, типа, они чуть-чуть качество делают. Типа, если 5 человек хорошо выступил, это же нормально. Прикольно. Там 3000 комиков, прикиньте, у нас. 3000. Ужас, я не поеду. Өзі үйім өлем төсегім. Я всем поеду. Езжайте, если хотите понять. Я просто на фестиваль. Я просто хочу посмотреть заведение в Москве, которые... Алматы Централ — это лучший клуб СНГ. Они хуже. Они намного хуже. Как Алматы Централ клуб, мне кажется, СНГ — это самый топовый клуб. А есть в Москве либо в Питере, где вот есть также 2 зала, как в Централе? Ну, типа в Питере есть. В Питере есть стендап-клуб номер 1. А в чем они лучше, вот, чтобы просто понять, расшифровать, типа, чем... Они? Да, это типа в плане команды, которая работает там. В команде нет. Вообще, насчет клубов, вообще, типа, Алматы Централ один из лучших СНГ, точно. В чем они лучше? У них больше комиков и больше зрителей. Ну, типа, в каком? В этом только там плюс, и все. И никаких нету. Не, ну вот я имел в виду, чем лучше Централ, наш алматинский, чем лучше, чем все эти остальные. Чем Централ? Да, чем вот он лучше именно, вот этот вопрос такой. Во-первых, здесь 2 зала, которые один 150 набирает, да, один 200 набирает. А вот, например, чтобы столько людей набрать залы, типа, нету в Москве таких стендап-клубов. Там один у них, типа, 200 набирает, но второй, типа, 20, 30, 40 набирает. Вот такой маленький зал. Вообще маленький. И в этом плане, типа, Централ вообще, типа, очень крутой. Типа, везде много людей набирает. И везде одинаково, наверное. И гримерка у нас более круче. И я хочу поговорить с тобой по поводу проекта «Тюркский разговорник». Вот как ты придумал этот проект? Вообще, как ты понял, что вот это можно сделать, стрельнет? Я этот проект, на самом деле, вообще давно... Я вообще в Москве, когда я занимался, мы всегда такие вещи делали. Кунг-фу стендап. Азиаты комики приходили, и все по песне Наруто выходили. Вот такие штуки делали. Ну, всякие приколы так делали. Сержан Аманов, Саша они, типа, Салават Тюсингали. Вот с этим комиком всегда, типа, азиатский всегда прикалывались. Типа, мы всегда называли, ну, мы авторы Нурлана Сабурова. Чего-то тоже так прикалывали. Ну, всегда такие приколы были. У нас всегда вот это... У азиатов комиков почему-то мы всегда друг другу вот так, типа, хорошо поддерживали, всегда какие-то проекты пытались делать. И там, типа, у меня была идея, типа, вот так, типа, мы, типа, вот казахов комикам, вот это, другим бурятам комикам всегда сидим, общаемся о культуре, типа, такое. Такой проект, идея был, но, конечно, у меня... А в Москве почему-то я тоже был таким комиком, который ждет дядю, который мне вот так переделает, вот так сделает, и я такой, да, начинаю делать. И вот когда я вот ехал из Москвы до Алматы, я вот ездил, а чем заниматься, и вот эта идея я такой, блин, вот эту идею я должен здесь сделать. И как раз, типа, эта тема очень поднялась. И такой, ну, малых народов, ну, типа, люди начали интересоваться, как другие народы живут. И как раз, типа, приехал и сделал техничку. Техничку много раз делал. Пытался понять, как это делать. Сколько времени ушло у тебя от технички до первой съемки? 3-4 месяца. 3-4 месяца катал? Да. Так думал. Еще я параллельно другим шоу еще, типа, технически делал. Таро шоу, типа. Да, я помню Таро шоу. И что, Таро шоу дальше не выйдет, да? Да не, выйдет, наверное. Ну, типа, но, может быть, может быть, не насчет Таро, может быть, а там уже схема по-другому можно понять. Там вообще
бақсы сидеть будет, не знаю. Ну, типа, шамана я позову, шаман сидеть будет. Я когда только приехал, я еще, наверное, последние 3 месяца в Астане, я думал об одном шоу, хотел его сделать очень долго, потом я приехал сюда, я начал, на тот момент только я Мақсат Амадали знал, я с ним начал разговаривать, брат, давай вот это шоу. Ему понравилась идея, и потом мне кто-то говорит, так у Нюргуна такое же шоу есть, и я потом прихожу к вам на второе шоу, я такой, ну ладно, что-то новое пойду придумаю. Так вот примерно концепция, которая у меня в голове была вот такая вот. Я вот когда второе шоу технически делал, я думаю, вообще никого нету. А потом я слышу, что какие-то комики тоже собираются снимать насчет второго шоу. А я там такой, офигеть, типа. Я второе шоу придумал, потому что у меня жена таролог. Я такой, вау, типа, объединим такое шоу. Да. Короче, я как я понял, я изучил, вот постоянно выходит девчонка, как зовут, я не помню, Олеся? Олеся, да, я понял. Вот, они же делают второе шоу, успешный проект. Ага, да. И они, оказывается, раньше делали это. Да? То есть они снимали, но это было некачественно, но они выкладывали. И, видать, спонсоры увидели, они такие, давай это мы снимем в хорошем качестве, и они начали это делать. И у них получилось смешно дальше. И мы когда писали, нигде я не слышал второго где-то шоу. А потом я слышал, типа, какие-то комики собираются делать. И я взял, такой, быстро снять. Я снял эту техничку. И потом мне говорят, это ж ты украл у Абу шоу, типа. И потом я смотрю, и комик есть Абу, да, имя забыл. Абу, походу. У него очень длинное имя. Да. И потом у него тоже примерно вот такая шоу есть, типа, где он один сидит, зовет таролог есть, и примерно такой. И я такой, у него съемка быстрее, чем у меня вышла. А потом но зато я, походу, технически раньше начал делать. Я вообще технически, типа, сразу начал делать, после 24 февраля. Типа. Не февраля, а сентября. Сентября я как-то сразу начал делать. И перестал делать, потому что вышло вот это Medium Quality, не знаю, вот это шоу, где они все забрали. Да. Нашли, дядьки подошли, предложили деньги. Вы, когда шутки пишете, политические какие-то вы думаете на эту тему, или вы вот что выходит, то выходит? Что после этого будет, после моих слов? Да. Вы, например, кто-то пишет специально например, у нас есть комик Думан Бесин, Мухтар Ирлан, у них политические шутки есть, где-то что-то проскальзывает и так далее. А вот вы как пишете сценарий? У меня нету такого, типа, именно я должен политику шутить. У меня то, что беспокоит, я про это пытаюсь шутить. Тебя беспокоит, что кырт невкусный, да? И чтобы я поздоровался. Ниха. Что... У меня политических шуток мало, походу. Есть, но у меня про имперских мышлений больше шуток, чем политику, типа... У меня... я целенаправленно никогда не писал, вот, хочу про политическую шутку. Просто где-то легло. Вот у меня была шутка, что я вот со Астаны переехал сюда, в Алматы, и там шутку нашел в том, что некоторые говорили алматинцы, типа, вы же на столицу украли. Вот так, астанчан. И я такой, это же не я. Это же не я переименовал, и не я и переименовал когда-то. Не я перевез когда-то из Алматы в Астану столицу. Это сделал наш первый президент Назарбаев. И там в моей шутке звучит его фамилия, и после этого я не боялся. Вот типа шутка ради шутки сказано, что там смешно, она разгонялась как-то, там какие-то сравнивал с политических людей в нашей стране, которые главы наши, их там сравнивал с какими-то мультяшными персонажами. И мне после этого, когда я потом ее что-то снял, выложил к себе в Инстаграм, она там набрала просмотр, и потом после этой шутки на меня подписался наш главный оппозиционер Аблязов. И вот только тогда я начал бояться. Я до этого, то есть, это шутка. Не посадят же меня из-за шутки. Типа, я там никого не оскорбляю ни в коем случае. Но из всего этого, вот то, что фамилия Назарбаева прозвучала, вот мне подписала. А там на самом деле, самое политическое, вот на самом деле, если вдруг мы живем в такой стране, где тебя могут посадить за шутку, там единственное, что есть такой тег, что давайте представим, это не я выбирал, где будет столица, давайте просто представим
если бы я выбирался... Нет, давайте просто представим, если бы у меня был выбор, у всего Казахстана выбор нет, у меня он есть. Вот это вот единственная такая вот вещь. Но она не самая смешная, но это вот именно мнение мое, моя позиция, наверное, что у нас есть такие вещи, где как будто наши выборы где-то не совсем честно проходят. И вот эти вещи я сказал, и все, на этом я оставил свои какие-то политические вещи. Ну, у меня насчет политики... Меня больше вот это имперское мышление больше беспокоит. Больше это тревожит. Насчет политики не прям-то, типа, ой, у нас весело было вот так. Типа, не, в этом плане не прям такой. Мне вот именно самое главное, то, что в нормальных работах нас не берут. Типа, Это именно в Москве или в Казахстане ты тоже чувствуешь это? это даже в Якутии это есть. Да? Меня официантов не брали на работу, потому что Почему? я плохо разговариваю по-русски с акцентом. А у вас в Якутске на русском разговаривают так, как у нас, типа на Тоже как своем Алматы. языке? Тоже как Алматы. Примерно, да. То есть в основном все понимают, что наш язык это саха, Ага. но при этом, типа, чтобы устроиться куда-то на работу, на хорошую должность, ты должен обязательно знать русский язык. У нас эта проблема тоже есть, точно. То есть мне еще повезло, что мне не пришлось изучать русский язык. То есть я с детства просто пришел, я был казахскоязычным, я с аула переехал в город, и во дворе все на русском разговаривали. И просто ребенок, просто разговаривая с детьми, выучил. И у меня есть друзья, которые плохо. Я с этим столкнулся, когда мне было 22. В Астану у меня друг приехал, и его не брали менеджером. Я работал менеджером по продаж, и я его пригласил, типа, вот, сейчас поговоришь. Поговорили, и он что-то все. И потом он мне через недели-две он мне сказал, меня, ты знаешь, не взяли, потому что я на русском, брат, не разговариваю. Так вот. Это же проблема не от того, что типа русский не будет. Это же проблема наших самих. Меня вот сами сахаи так и не взяли на работу. Ну, типа, потому что для них это такая, если ты плохо говоришь по-русски, это значит, ты деревенский Вот, чувак, можно еще безобразованный. Они сами вот так мыслят, и мне... Если думать, у меня шутка, у меня нету такой, типа, из-за русских, только так. Это именно имперское мышление, не только это самих русских только. Это мышление, очень много саха есть, очень много, типа. Меня это жестко бесило. Вот недавно, когда я в Якутии приехал, я там сказал, я должен взять вот это, справку о несудимости, чтобы здесь на ВНЖ, типа. Я перехожу, и я говорю на якутском языке, типа, драу, типа, справку судимости лыхмаром. Ну, типа, на якутском просто так громко говорю. И мне женщина говорит, нормально говорите. И как же мне пукан сгорел. Я вот такой, вот именно слово, именно нормально, типа. Это сама саха, якутка, она стоит. Она сама саха? Да. И я там стою, я в смысле нормально, типа. Я на родном языке сказал, русском начал вот так сказать ей. И она такая, не-не-не, вы тихо сказали, типа, сказали громче, типа, почему нормально? И она сразу вот так, типа, такое, типа, заднее дала, типа, но меня бесило, что нормально. Да. Я там такой, сказал, извините, я по-якутски не понимаю, скажите. У вас есть саха, которые не понимают якутский? Да, потому что они в русский детсад ходили, и все, они этот язык никак не могут воспринимать, чтобы понять. Ну, у нас тоже есть, да, не казахоязычные казахи, поэтому... Да, я вот еще только что вот мы обсуждали политические шутки насчет того, что страшно, не страшно, вот если это обсуждать. Я такой... Я когда эту шутку писал, не боялся. Когда я ее выкладывал, я тоже не боялся. Я начал бояться только когда начал читать комментарии. На самом деле, я думаю, со мной никто не связывался. Типа, никто не говорил мне, не шути так. Я просто из-за того, что в комментариях уже принято, людьми принято уже почему-то, если ты про политику шутишь, значит, тебя скоро должны посадить, либо у тебя уничтожить, либо если ты высказываешь свое мнение. Пока что ничего со мной никто не связывался, никто меня не пугал ничем, но я просто, начитавшись комментарии наподобие, он что, до сих пор жив? Это, наверное, его последнее выступление. Вот такого рода комментарий. Я сам себя загнал и такой, не знаю, зачем? Я архивировал этот видос, потом еще такой думаю, зачем мне какие-то проблемы? Просто из-за того, что я захотел пошутить, посадят еще, зачем? А потом уже со временем такой, да нет, нормально, все. Просто сам себя накрутил. Типа, это шутка, это высказывание, и как будто я неправду не сказал.
у нас был момент, у нас депутат приехал, и депутат, типа, на русском очень плохо сказал интервью. И все начали издеваться, типа, типа, люди писали, типа, как может такой человек стать депутатом? Типа, примерно вот такие мысли. Я вот это читал, у меня пукан горел, и оказывается, этот депутат всю жизнь жил, типа, в деревне, он там прям умным человеком был, и когда ему 18 лет исполнилось, он сразу в Америку переехал. И там жил, типа, 15 лет в Америке, поэтому он, типа, русский язык плохо знает, потому что он только у себя на родном, на якутском общался. И на английском еще и хорошо. потом на английском очень хорошо говорил. И потом, когда... И он специально, типа, такой переехал в Якутию, чтобы, типа, я стану хорошим депутатом, типа, такой хорошим, типа, стану, типа, я подниму. И реально крутой чел был. А приехал, и его не любил нынешняя политика, потому что насчет него боялись, и над ним вот эти мемы начали, типа, политические шутки какие-то начали делать. Знаете, да? Очень много комиков работает в политике, типа. Нет. Все, они мемы, типа, специально вот так, типа... вообще политика же жестко боится насчет шуток. Шутка для них это же одна из инструментов власти. Они для них это очень работает. И поэтому насчет него начал вот так издеваться, все такое. И чувака, типа, просто вот так выгнали. И чувак обратно в Америку переехал, и там все хорошо живет. На самом деле, чувак просто хотел приехать своим хорошо помочь. Я заметил, вот люди, которые, я не знаю, может быть, даже они не политики, но в будущем станут политиками, которые этот путь ищут на госорганах, которые работают, вот с ними мне жутко скучно общаться. У меня есть даже друзья такие. Знаете почему? Потому что я, когда где-то что-то вкидываю, шучу, либо еще что-то, я просто шучу. Я просто хочу у людей смех вызвать. И у меня есть такие друзья, которые вот в этом направлении работают, живут этим. Они ко мне приходят и обсуждают мою шутку. Ты это сказал, потому что ты хотел себя возвысить конкретно перед этим человеком, либо ты конкретно перед этим человеком хотел наш авторитет поднять, но ты этой шуткой еще чуть-чуть меня задел. Теперь он будет думать, что я выше, чем ты в какой-то иерархии, потому что могу себе позволить пошутить над тобой. Так нельзя Это не наши люди. Ладно, мы среди своих друзей можем так шутить, но среди них не надо. Нужно вот так вот себя показать крутыми, лучшими, идеальными, классными. И меня это сильно раздражало всегда. И типа вот сейчас с этими ребятами, с большинством из них, которые мне вот это вот лечили, я вот просто не общаюсь. Опять-таки, это надо быть в контексте, наверное. Сейчас мы... Это знаешь, как происходит? Советский Союзный. Всегда в Советском Союзе, если ты шутишь, значит, ты не уважаешь это. Не уважаешь, ты выше него. Всегда Советский Союз вот так сделал. Если над тобой шутят, значит, ты вообще слабак какой-то. Ну, типа, ты вообще... над тобой издеваются. Да, вот так вот так вот воспринимай. воспринимать. Вот, допустим, в этой ситуации, где с друзьями вот это вот происходило, как друг знакомит меня с какими-то людьми новыми для меня. И он говорит, сейчас, брат, познакомимся, это мои друзья тоже. И он так знакомит нас, вот это мой друг, это мой друг, мы познакомились. И с этими людьми, чтобы коммуницировать как-то, у меня только вот мой третий друг есть, который здесь сидит, и мы через него. И я шучу, такие вещи говорю. Не сильно его обсираю ни в коем случае, но при этом я понимаю, что, допустим, есть у человека привычка все время, вот, не знаю, волосы назад закидывать, да, и, соответственно, я знаю, что если я это заметил, та сторона тоже его заметила, и это у нас точка соприкосновения, у нас у обоих одна ассоциация будет про тебя. И вот как-то вот так я пытаюсь шутить, еще не обидные вещи какие-то говоришь, ладно, если бы я там просто наваливал бы на него, прожаривал бы. Нет, там просто какие-то в тему разговора даже шутка. И так, вот так. Ну, опять-таки, видишь, это в зависимости от... есть вселенная. Например, у тебя есть своя вселенная, у тебя своя вселенная, у меня своя вселенная. Например, если я где-то работаю, например, там начальником или где-то еще, и рядом со мной ходит мой подчиненный, например, и ты мой друг, но перед ним, если ты мне что-то, какую-то такую шутку скажешь, ну, в целом это глобально ничего не значит, но например, для меня, перед подчиненным, надо мной меня прожарили, я такой, ё-моё, типа, как теперь он воспринял? У всех вот такое, типа, ощущение. Я, когда вот, смотри,
работал в университете, Мгм. вот такая тема была, потому что там иерархия. Мгм. А сейчас, ну, типа, мы стендап-комики, мы сами себе, типа, работаем, у нас нет начальника, Мгм. и мы со всеми спокойно можем общаться. Это вот наша вселенная сейчас узкая. Если ты в регион поедешь, там вот так все. Это же вообще есть вот это, типа, если ты шутишь на чем, значит, ты это не уважаешь. А если люди думают, если над мной шутили, значит, он меня не уважает. Поэтому почему-то шутка для у всех, типа, вот, это я считаю, это Советский Союз, вот эту штуку открыли. Потому что, ну, типа, Советский Союз выиграл один народ насчет шутками. Это не выиграл, а проиграл, но они, типа, насчет шуточки, как будто они сейчас выиграли. Тебе сейчас обидно, когда ты говорят тебе чукча? Эй, чукча. Тебе обидно? Чурка. Не, ну, не да, чукча. Эй, чукча Ну, какие-то. если, например, я буду ходить, и мне кто-то скажет, я думаю, ну, долбан, что ли. Да. Сейчас же мне многие пишут чукча. Что это чукча несет? это оскорбление, нет? Но на самом деле это Есть вообще это- не должно быть оскорбление. В Советском Союзе насчет чукчи очень много анекдотов. Мгм. Немец, Мгм. русский, чукча. Мгм. Все Мгм. шутка на этом. Знаете почему? Почему? Потому что Советский Союз чукча не выиграл. Мы все подчинились Советскому Союзу. Мгм. Мы все религии свои забыли. Мы такие, Мгм. мы такие. Мгм. А О традициях забыли. чукча сказали им. М. Чукча такие. М. Мы будем свое делать. И поэтому, чтобы все другие народы тоже как чукчами не стали, они начали, что чукчи дураки, вот так шутки писать. Мгм. А чукчам они много раз нападали, пытались воевать, но не выиграли. М. А чукчи вообще не сдались. Поэтому на самом деле, и поэтому их как дурачками, и до сих пор у них сложно, типа, у них, типа... Ну, че, Блин, они после вот этого так же. подкаста я осознал, что шутка это сильный инструмент на самом деле. Ага, Одна в Советском шутка. Союзе Прям инструмент щас пользуется. в целом. Я теперь понимаю. Ну о вот, чём. Ну, власть так думает. Ну да, Шуткой. да, А да, на самом да, деле да. шутка должна быть только шуткой. И все. Кроме чего. Ну, если ничего, уже... Нет, смотри, если уже как инструмент этим пользуются, Мгм. то рано или поздно за какие-то фразы нам могут тоже прилететь. Ага. Поэтому надо быть осторожнее. В том плане, я не говорю, что можно шутить на все, что угодно, но делать это надо грамотно, чтобы не доебались до тебя. Типа вот ничего не могли сказать, они посмотрели, такие, ну, мы за это ничего не можем делать. Напрямую не должна быть, мне кажется. Например, Опасно. я шучу о том, что, типа, у меня шутка, типа, дед умер, ну, типа, про это шутка есть. И мне очень много людей в комментариях, типа, пишут, как ты можешь шутить, типа, насчет этого мне, типа, у меня дед умер, я вот так не могу. Ну, типа, многие вот так мне говорят. И я, кстати, понял их, когда у меня брат ушел, ну, типа, покончил с собой, и как раз, знаете, комика Максим Унхуев? Нет. Да. Ага, Он, чувак, кажется, который, типа, сделал вид, что он инициировал смерть. И мы все комики реально такой, он ушел, все такое, типа, даже деньги собирали, вообще не знаю, типа, вот такой случай был. Все мы думали, что он умер, и потом такой, нет, я не умер, это была шутка. Ну, типа, он ради шутки хотел себя, ну, типа, так делал. Ага. И когда у меня брат покончил с собой, и Максим Хуев какую-то группу азиатов создал, комиков, да, типа... что сделал? Еще раз. Ну, группа азиатов, комиков он сделал. Ну, Ага. типа, и он какую-то историю вот это выкладывает. Начал, типа, с нами вот что-то там пишет. И как раз у меня пишет о том, что у меня брат покончил с собой, и я вот еду на такси, и как раз я вижу чат, вижу Максим Мунхуев, что-то вот это говорит. Я вспоминаю Максима Мунхуева, и я жестко хотел его, ну, типа, прийти, его побить, что-то, с ним что-то сделать. Жестко хотел. Его позвонит, отмонтирует, вот так хотел. И потом я вот так не сделал, а потом я понял, что я просто хотел искать человека, которого хочу вину, все это взрыв, вот так. Ну, это, Кого-то винить да. хотел Да. в этом плане. Если какая-то шутка говорится, и это тебя сильно триггерит, это вот Ага. в глубине вот вытаскивает это. И наоборот, в этом плане мы, комики, это хорошо, что
они на нас злость держат. Прикиньте, это на нас бросают. Прикиньте, они могли бы какому-то родному человеку это кинуть и что-то плохое. Хорошо, что у нас это в комментариях пишет, что мы такие... Да. Вот смотри, Пускаем. например, я своими глазами видел, как два парня, казаха, целуются в Алмате. Это в центре Алматы я видел, это геи, да? Я видел это своими глазами, я это рассказываю. И есть Казахи, ребята, что ты говоришь? люди, казахи, которые не хотят ни за что, не верить, они хотят верить, что все натуралы казахи, типа вот такие. И они такие, нет их, если даже есть, скрывай. Вот такие люди есть. И когда я рассказываю, мне в дайрект много прилетает, и в комментах. И я такой, ладно, я понял, я не буду триггерить, я просто уже, вот, например, у меня 25-го съемка, я там буду говорить, вот, я увидел, как твои парни целуются, типа, вот так скажу теперь. Типа, нацию не буду говорить, но по факту я видел их, но из-за того, что люди такие, не говори про это, я такой, ладно, пока я вот так вам скажу, если вы хотите, вот так вам скажу. Но Типа... отрицать тот факт, что есть геи среди любой нации, это... глупо будет. В целом, типа, у тебя шутка никак не портится от того, что ты говоришь нацию, либо не говоришь. Не портится, но я утаиваю маленькую деталь, факт. То есть... Мол, кто-то, ты хочешь сказать, что у нас в Казахстане геи? Люди кричат, что у нас нет свободы слова, хотя это все исходит из самого народа, что они не дают свободу слова. А потом кричат, что нас не слышат. Вот я недавно с другом общался насчет этой темы, и я ему спросил вопрос, типа, прикиньте, если насчет религии я пошучу, условно какая-то религия, типа, мне больше прилетят угрожения, если такое будет, народ, который более недавно освободился, не знаю, только начинает себя понять, кто мы так... Это... То, что если я скажу какой... примерно, скажем, это народ, который, типа, в Советском Союзе недавно была, или в России сейчас находится, но у них эта религия есть, и они на меня больше нападут, чем, например, Узбекистан, который, типа, очень давно вот так сами живут, типа, а от них угрожение ко мне не придет. А это угрожение придет, это все равно от народа, который живет в России, с этой религией, от них больше придет. Есть вот это, народ, когда только начал вот это из Советского Союза освободился, и религия начинает прийти, и они такие, мы на самом деле такие, и они более озлоблены, они более вот такие, и поэтому, когда что-то про них как-то не так, ты ничего сказал, оттуда сразу летит, типа такое, они более вот так, а сами народ, который с этой религией очень давно вот так живет, прям очень давно, они более такими будут. Спокойно, типа, они типа... ладно, типа, про итальянцев, наверное, что-то такое, типа, скажешь. Да. Народу, который... И поэтому у нас Саха, типа, у нас самоирония очень сильная, потому что наша религия самая старая религия. Вообще, знаешь, что? Даже мат, какой-то мат, это же просто слова. Я вот это понял. Где-то сказали, вот, например, если на тебя сейчас обматерят, не знаю, на каком-то, не знаю, там, вьетнамском языке, ты вот так будешь смотреть на него, ничего не понял, что он сказал. Ты ничего не почувствуешь. Но хотя там этот вьетнамец мог тебе сказать, типа, вот, бурдыне, ты лох, конченый, что такое. Если ты на понятном языке тебе скажут, ты начинаешь злиться, потому что ты сам в это слово вкладываешь смысл. Если ты такой, это просто слова, просто тупой человек, ты просто подумаешь, и что, это никак реагировать на это не будешь, с тобой будет все в порядке в целом. Это вот как, знаешь, это вот, да, я думаю, ты прав в плане того, что вот я вот вырос во дворе, на районе с какими-то остатками понятий из 90-х. Чуть-чуть в молодости на меня чуть-чуть повлияло, и там были ситуации, знаешь, когда в конфликте ты кого-то там, называешь, грубо говоря, долбоеб. Вот ты обматерил его. И я могу, мы часто угораем в прикол, там, типа, вот долбоеб. Типа, даже когда это ты удивился. Комплимент, да, иногда это может быть комплимент. Но там есть тип, который, ты знаешь, что значит долбоеб? Ладно, это то, что ты так, наверное... Ты знаешь, на зоне за эти слова как спрашивают? И вот это, так я не это имел в виду. Ты вообще... Блин, я вот не... Задевает. Все равно какие-то триггерные вещи задевает сильно.
Недавно общался с Для кого-то. человеком, который в другом стране, не скажу, какую страну, чтобы... Пускай будет Индонезия. Ну, типа, в какой-то стране открыл стендап-клуб, В Индонезии. и у него проблемы появились, когда насчет того, что он алкоголь продает в стендап-клубе. Ага, Насчет понял. религии какой-то нельзя. Мгм. Типа, вот это. И ему очень много, типа, писали, типа, что ты продаешь? Типа, Почему только ему? Ну, типа, потому что он директор клуба. Мгм. Директор клуба, и ему очень много пишет, давай, типа, не будь, это наша религия, давайте не продавать. А он понимает, что стендап-клуб без алкоголя не существует, потому что ты только на алкоголе деньги зарабатываешь. Мгм. Что люди придут, чай выпьют, типа, 1000 тенге, и все, уйдут. Какой у тебя бюджет? Ты должен какой-то алкоголь продавать, чтобы там... Мгм. И он очень долго думал, как деньги делать, чтобы стендап-клуб существовал, не продавая алкоголь. И знаешь, он к чему пришел? Почему? А хочет ли он, чтобы ему в клубе переходили эти радикальные люди? Мгм. И потом он такой, значит, комика будут, типа, еще за мат и ему напишет, за какую-то тему напишет. И он такой, нет, это ну хорошо, пускай я алкоголь продаю. А он не против, что такие, но он не хочет, он именно не хотел, чтобы все было вот радикально, только вот так. Он более вот толерантный, кто угодно, пускай такие ходят. Мгм, Типа вот так. мгм. И он типа такой, стендап-клуб должно быть место толерантных людей, не каких-то радикалов, чтобы там, типа, они принимают другую культуру, вот такие люди должны прийти. И он решил все равно, типа, алкоголь продавать. И нормально он сейчас существует, его стендап-клуб. Да, Ну, существует. правильно да. сделал. Ну, с одной стороны, человек же сам выбирает, куда ему ходить, и это его выбор. Ты не можешь осуждать человека, кого-то, ну, сказать, конечно, ты можешь, но там осуждать. Но все равно перед радикалами выступать это всегда очень сложно. Да, я вот тоже с детства вспоминаю, Мгм. да, и про язык. Мгм. Вообще, я, знаете, что подумал? Просто вот мы багана общались, и сейчас только вспомнил, что в школе, когда мы учились, Мгм. когда мы на русском прям полноценную фразу мы говорили, Мгм. нас за это, типа, говорили, вот, типа, вот, Берик, ты что-то можешь сказать? Такой, вот, Берик русский знает, молодец, Мгм. русский язык знает, молодец. А ты вот все еще ходишь. Вот так могли, типа, тебе упрекнуть, знаешь. И мы каждый раз искали момент пообщаться. Это же свои же. Вот это. Да, и мы искали момент всегда пообщаться, типа, с бабушкой, типа, знаешь, что-то продает она, так потом, здравствуйте, сколько стоит, типа, ты щегол? Такой, вот сколько, да, вот так, и ты общаешься чуть-чуть. И я сейчас сижу, думаю, в какой момент, ну, и вот я очень сильно рад, что появились певцы, Мгм. которые 91, вот Мгм. Йенлек, Шиза, Мгм. они, или Ирина Хайратовна, Мгм. эти ребята, на самом деле, любой вот нация поднимается за счет Мгм. культуры, на самом Мгм. деле. И вот они пришли, до этого казахские песни были Мгм. тойские, Мгм. типа, знаешь, и многие казахи, молодежь в целом считали эти песни зашквар, то есть вот 40 плюс они на Мгм. тоях танцуют, но Мгм. в модных местах ты эти песни не будешь включать. Типа ты в караоке будешь сидеть, и ты не включишь там песню вот это. Мгм. Типа элитные заведения не могут себе позволить такие песни. Вот такие темы были. Типа элитные рестораны, там, типа, Мгм, песни мгм. вот такие. Ну, просто они не модные. Вот так Да, да. молодежь Да, вот так вот Вот относилась. там на тоях у себя танцуйте, но здесь мы это такое не включаем. Вот такое понятие было. Потом приходит коронавирус. Мгм. А вот эти песни, которые ребята делают, Мгм. никто не слушает. Мгм. И вот так коронавирус приходит, тоев никаких нет. Мгм. Эти все певцы просто сидят. Мгм. И вот ребята, которые андеграундно всю музыку сами пишут, Мгм. слова пишут, сочиняют, потом музыку делают. Эти ребята жестко начали стрелять. Вот как раз там Мгм. 91, Дархан Джуз. Тарханджус, Аро, там Аршат, все эти ребята вот Мгм. в этот момент всплывают. И ты слушаешь, это вот как будто европейская песня Мгм. на казахском, и ты такой, круто. Мгм. И в караоке везде включают эти песни, и ты уже, тебе за язык не стыдно, и ты Мгм. просто спокойно ходишь, живешь.
многие ребята понимают, что не обязательно уже там ехать в Россию, чтобы реализоваться или там стать и так далее. Уже люди пишут на казахском, хотят стать казахстанскими певцами. Есть же много даже западных наших ребят, в Ахтау, если не ошибаюсь, которые даже в Алмату не едут, чтобы стрельнуть. Тот же Аршат, он Не, Аршат здесь же. Не, но он приезжает там какие-то на фестивали, уезжает, он базируется у себя дома. Ну, я вот... Желтоқсан. Да, Желтоқсан. Я вот таких патриотов не понимаю. Я у себя в городе только. Но у них нету... У себя в пригороде. Не пригороде, но городского типа. Я здесь стану. Ну вот, у них индустрия отличается тем, что они могут дома сидеть вот так, музыку написали, там сочинили, записали, могут кинуть в сеть, это может стрельнуть. У нас шутки не так же, мы должны проверять эти шутки. Мы должны это там по 20 раз понять, это смешно или нет, везде работает. Над формулировками именно сильно над поработать. формулировками работать. Потом это Ну, надо насчет качественно музыка тоже, наверное, записать. так. У них тоже это. Я не думаю, просто так они сидят, и такой музыка так пишет, и это стреляет. Не, они могут за полчаса накалякать что-то, закинуть в сеть, и все, это может стрельнуть сильно. Ты историю слышал этих MD? Где ребята MD, Залимба, где они просто по приколу придумали, сидели, они очень, типа, музыкальные ребята, которые осуждали, скажем так, кальян рэп, который только появлялся. И такие, давай по приколу Делать просто. легко, типа, такие Это же песни легко делать. И они сделали, группа Альфакр у них называлась, она стрельнула сильно, а пацаны на приколе это все делали. А я прям серьезно слушал эти песни. Ну, в этом же крутость, типа, Казахстана. Например, в Казахстане ты можешь СНГ выйти. Ну, типа, весь СНГ Уже сейчас, интересуется Казахстаном. Например, в Якутии вот так выйти, чтобы какая-то песня по всему СНГ выходила. L1, только прикинь. Ну, Я вот но он все равно же ребят, приехал в Москву. Девчонки какие-то пели же песни. Атукен? Атукен. Это не Саха, это другие. Там долганы были, походу, какие. А с Якутии прям на якутском кто-то поет. И это Меня вообще удивляет русские имена. У нас? Да. Ага. Ну, Меня тоже удивляет. как, например, как есть... Меня Сергей зовут. Прикинь, Какие Ниргун есть русские имена и вот Саха там... Самое смешное в том, что у нас у Саха, у русской еще старославянские русские имена. Анатолий... Вы в трактир до сих пор ходите? Семен. Ну, типа, мало кого-то русский А встречи. фамилия какая? Иванов. Вот это. Ну вот. Попов. Прикинь, у нас есть фамилия Попов. Я Очень знаю. Вот Сивсев. Прикинь, тебя зовут, там, не знаю, Максим Галкин. Ты конкретного человека решил. Настолько фантазия у тебя не работает. Давай Максим Киркоров. Давай, Максим Киркоров тебя зовут. Прикинь. Ну, ты похож на него. Сейчас, ну, типа, я не осуждаю это людей, которые русскими именами, но многие сейчас не меняют имя, потому что у этих людей имя дедушки, типа, его честь дедушка называли, вот дедушка тоже так звали, и поэтому вот так, типа... Еще им работу легче найти с этими или нет? Не, такого нет. А почему тогда своего народа? Это потому что у нас у Саха вот эта честь дедушки, бабушки вот так начали называть своих детей, и поэтому в то время всех поменяли, поэтому до сих пор вот это, типа, у всех... Сейчас до сих пор есть, типа, русскими именами дети. Но сейчас, конечно, все начали, типа, якутские имена дать, сейчас более... Ну, я очень сильно надеюсь, что, да, потихоньку придет. Потому что я вот так сижу, смотрю, думаю, и у меня мозг сломался в какой-то момент, и думаю, а как так? Я историю потом... Даже сами Саха, даже этого не понимая, они у себя живут, вон там, типа, Саха, именем Анатолий, нормальный, Антон, или Сергей, Сережка, его вот так, все время вот так. Никто ему не говорит, а что у тебя русское имя? Все время в Якутии это нормальное, стандартное имя в Якутии. А потом они куда-то переезжают в Москву или куда-то в Алматы, куда-то приезжают, а потом, когда они имя говорят, и люди такие, что? А что, не так? Придет коллективное создание, когда-то придет, что они такие, ну, давайте вот так обратно. А у вас было так, что русифицировали имя? У нас есть такая тема. Допустим, вот у меня дядя, его зовут Жинес. В переводе это значит победа. Жинес. Но в ауле все его называют Жека.
Да, вот Жека, это- Жека, для Жека. вас это очень странно. То, что у вас казахское имя, но вы на русский поменяете. А мы на вот русское имя берем и на якутском это говорим. Ну, у нас... Типа, у нас есть у нас Павел, Жаке говорят. Байбал. Мы Байбал, вот так Вот. называем. Вот Жаке. почему, ну, вот, да, тоже, то есть есть люди, которых Жинес зовут, их Жаке все. Но почему-то вот в селе у меня был дядька Жинес, его все Жека, Ну, Жека. наверное, в подростковом возрасте его звали Жека. Да, Потом он да. поменялся. Не смог поменяться на Жаке. Не авторитетным стал И дальше. есть тоже, помню, если не ошибаюсь, ну, кажется, типа, Махрипа ее зовут, но, типа, во всем селе ее называют Маша. Вот такая тема, вот так Да, двигаются. это для меня. Маша подам, типа, у бабушки Маши иди забери. Типа, взрослая женщина была, я помню, иди мантоварку Да, забери у это бабушки. же, да, деревня же, аулы у всех, Да, типа, да, вот на улах я такая знаю. тема именно. В городе вот как раз таки все Жаки. Да, зато вот у тебя зовут Берек, Тлеген и Нюргун. Нюргун. Кстати, вот, а что значит имя твое Нюргун в переводе? Луч солнца. Солнечный Берек луч? что? Берек. Жесткий, сильный. Мгм. Да. Вот руку сломал недавно. Я сначала берег Сильно. думал, это типа берег. Типа, Берег. да. Типа, Не, я вот хотел то, что народа вот это... ты же сказал, типа, а этот до сих пор не учит дурачок вот это. Кто-то русский. Ага. Да. Это же, например, меня из-за того, что я говорю по-русски плохо, очень много людей в комментариях Саха пишут, хватит позорить Саха. ага. Мы нормально говорим. Мы знаем русский язык, Ну, а ты нас позоришь. это, ну, И я вот ужасно. это читаю, я всегда такой, господи, в чем я позорю? Вот, совсем другая, такая ситуация, но другой фидбэк. Я выступаю, Мгм. и типа, и у нас такие, ну, мы не обязательно должны знать, типа, ну, вот разговариваем, главное, ты же меня понимаешь, мгм. и все, нормально. Мгм. Вот так в комментах пишут, Мгм. что нормально. Ты, может, проговоришь вначале, как я же так делаю, типа, я вот не очень хорошо разговариваю, но Мгм. в целом это нормально. Если не поймете меня, догадайтесь. Вот что-то такое вот вкинешь. Резину такие, придумать. ну, окей. Мгм. Ну, я хотел сказать, вот русские, никто из русских я не слышал, который в Москве живет, наверное, где-то живет, который, я не могу его понять, типа такой, они, наоборот, типа, Русские насчет нормально на тебя акцента, смотрят. типа, для них это нормально. Наоборот, я больше шовинизма чувствую от самих Саха. Это комплексы, наверное, народа. Да, комплекс потому маленького... что Ну, сейчас маленького народа страна. скажу, а что же сейчас обидится. Комплекс маленькой страны. Ну да, малых народностей. Комплекс малых народностей есть такое выражение, что ты происходят вот такие вещи, как происходит у Нюргуна со своими, как правильно, со своими земляками. Мгм. Меня это больше, типа, бесит в том, что, типа, у моего народа, если ты плохо говоришь по-русски, значит, ты необразованный, ты такой, ты чисто... У нас было до Мгм. 2000, не знаю, там, 12-13 такое было. Мгм. Это со временем может пройти. А сейчас новое поколение там вырастает, которое 14-15 лет, блин, они вообще очень крутые. Они жестко, типа, на своем родном Это языке хорошо, это общаются. хорошо. Я вот, кстати, тоже нашу молодежь, прям, я когда смотрю, я такой, вау, какая крутая молодежь. У меня племянник, когда здесь приезжает, он здесь Смотря страдает. с какой стороны ты смотришь на эту Потому молодежь. что мой племянник, он типа, Саха говорит, но русский тоже знает, ну, типа, такое. И когда он здесь на площадке, когда Казахстан пытается играть, там дети вообще русский не знают. И он не может с ними играть. И он такой, блин, никто не знает. Они на казахском все, И вот да? одного ребенка находит русскоязычный, который тоже одинокий, вот такой. И вот с ними вместе. Это очень смешно. Знаешь, что я когда с аула в Астну переехал, мне 6 лет было, я вообще русский язык не знаю. Я коммуницировал во дворе со всеми ребятами благодаря футбольному мячу. Это вот очень хороший ход был со стороны моих родителей. То есть они понимали, что я не буду разговаривать, я еще сам по себе зажатый ребенок был. И такой, ну вот, он футбол любит более-менее, он сейчас за счет футбола только с детьми начнет общаться. И вот так и было. Я сидел один на песочнице, на
на поле ребята играли, и потом один из них пошел, у них мяча не было. Они просто что-то бегали без мяча, визуализировали, я не знаю. И вот они типа пойдем с нами играть в футбол. Из всего я понял слово футбол. Пойдем играть, я не понимал, я на казахском. Я такой, и логически, все, я сейчас иду с ними играть. И все, я вот так вот задружился, просто потому что, уже потом постепенно выучил язык. Вот, еще вот это, не надо бояться о том, что ты плохо говоришь по-русски. Вообще, и людям, которые плохо говорят по-русски, говорю, не надо бояться, что вы плохо говорите по-русски. Это, наоборот, этот язык боятся вас. Наоборот должно быть. Это из истории Чак Норриса. Вообще не стесняйтесь. Вообще говорите, как хотите. Я просто очень много таких комплексованных людей знаю, которые из-за того, что они плохо говорят по-русски, они типа зажимаются, нигде не говорят. Вообще говорите, как получается. Также есть... Вообще пофиг, вообще говорите. Ребята, которые стесняются... Я сейчас встречаю больше людей, которые на казахском разговаривают на казахском. Да, потому что у них акцент, он казах. Смеяться, мне часто пишут, у нас также, жиза, твои шутки, приезжай, деп. Можно было бы поехать как-нибудь. В Якутии? Да. Приезжайте. Я всем советую в Якутии приехать. Он вообще ради этого момента тебя позвал же. В гости хотел допроситься. Если ребят из Якутии смотрите, зовите нас тюркским разговорником. Мы к вам приедем. И ребятам покажу, что такое Якутия. Зовите, кстати, корпоратив тюркских разговорников зовите. Это, кстати, это очень круто. Мы недавно корпоративы тюркских разговорников были. Людям всем интересно. Прикинь, тебе стендапом корпоратив зовут, ты так шутки свои шутишь, люди не слушают. А когда ты тюркским разговорником вот так пришел, народ общается, и еще насчет, компании что-то шутишь такое. И это прям, на корпоративах тюркского разговорника выступать, это очень круто. Поэтому точно на корпоративах нас зовите, мы вообще с кайфом приедем. Всех везде, все везде и сразу. Да. Все, рахмет, ребята, у нас сегодня в гостях был Нургун Атаков, Берік Қанапиянов және мен Тілеген Еркінбеков. Барақтарыңызға үлкен рахмет. Өте қатты подкастты көріп тұрсыздар. Әттең бұл жерде комментарий жазатын дүние жоқ. Сол себепті мына жерге инстаграмымды қалдырамын өзімнің, жігіттердің тоже. Фидбек, обратный связь, жаңағындай барлығын өздеріңіз жазсаңыздар болады. Біз сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Можем в эту камеру посмотреть и все вот так сделать? Кстати, я в конце хочу шутку сказать насчет твоего имени Тілеген. Давай. Я у жены спрашивал, я ни одного Тілеген не встретил, только у тебя. Спросил, что у тебя редкое имя или нет Тілеген. И она мне сказала Тілеген, да, и редкое имя, потому что она переводится как желанный. Она пошутила. Я понял. И какая шутка? Какая шутка? Ты не понял, да? Ты не понял, да? В Казахстане мало и редкое имя Тілеген, потому что это имя значит желанный, мало кто. Я тебе завтра в телеге напишу. Желанный? Желанный же, да? Желанный. Да, желанный. Мало детей желанных. И зачем так назвать? Вот почему Тілеген мало. Все, теперь понял. Сори. И если вы захотите фидбэк ему дать, ему объяснить. Ничего не понимаю тебя. Всем большой рахмет, ребята. Нормально говори. Вот он хорошо разговаривает, казах. Ас болсын.